Так, прямой эфир. Серпенч. Так, Кирсинч. Люся Арестович, где твои фейки-тролли-то? А, Люся Арестович. Так, 2 человека зашло. Буду говорить на русском. Столбек, ассалам алейкум. Тети мир деген бир жигит бар экен, ошол кирсе жакшы болот эле, что-то мени блокировка коюп коюптур. Ошону бир ошол жигитти бияктан что-то катуу сүйлөп атат да. Бирок ошо мирге салам айтып койгочу, мен аны таап туруп өтө жакшы чай ичем мен. Айдым. Турсунбай, кандайсың укам, жакшысыңбы? Амансыңбы? Тилек Куренов. О, брачкам, кандайсың, жакшысыңбы? Акжолтой, сен да көрөт экенсиң, иним. Айсулу, кандайсыңар? Жакшы, Айсулу. Сталбек Кубаев, ассалам алейкум. Салам алейкум. Сталбек, жакшысыңарбы, амансыңарбы, барыңар тең. Дамира, кандайсыз? Жакшысызбы, аман эсенсизби? Мына 11 киши эфирде да бөлүшүп койсоңуздар, мен орусчасынан жүргүзөм, анткени деген биякта бир Арестович деген акылман келип алып туруп, акыл үйрөтөт кыргыздаргачы. Кандай болбосо мен президентке бетине эле айтып жүргөн кишимин. Президентке болушкандай эле болуп калдым, анткени бул деген кеп президентке эмес, бул деген Кыргызстан суверенитетине мындайча акыл үйрөтүп атат, коркутуп. Жакшы Акжолтой, шүгүр, жоголдуң го. Давлеткан Орозбаев, салам алейкум. Рысбек Дүйшөбаев, салам алейкум. Зарина Шарипова, саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат, өзүңүз жакшысызбы? Чыгарган чындыкты айттыңызчы, кулак ыраазы болуп турган кылып дейт. Ишиңе келейик, Давлеткан Орозбаев, саламатсызбы? Канатмын. Саламатсыңарбы? Az 17 киши болду. Могу течерде Арестович деген Украинанын бир ит экен да, ит эмес. Ошоңго эле кичине мындай сүйлөйүн дедим да. Анан тетиги биздин эжичке аузундагы кылган кылгылыктарын күлкүм келет. Ай, Кудай тоо. Улан Усубалиев, мына ошол европейский 16.900 голубу гейлер бар экен. Ошолорго акча караш керек экен, ошолорго акча бөлүш керек экен деп туруп, ошону Bizde МВД 15.000 kişi. А биякта 16.900 эме бар. Ошолорго акча вообще кошмар. Ошо эдичке азап кап келет го, бул эдичке. Умрали ака, салам алейкум, кандайсыңар? Улан Усубалиев, саламатсызбы? Альберт Таулмединов дейт, саламатсыздарбы? 23 киши эфирде, дагы эфирге кирип берсеңиздер, сураныч. Улан, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, Улан. Алмаз, ассалам алейкум. Дагы мына 22 кишикен эфирди баштай берейин, бирок орусчасынан айтам. Жаман көрбөңүздөр, анткени деген мен бул эфирди орусчасынан жүргүзүшүм керек. Уважаемые друзья, я, конечно, прошу извинения, что не буду говорить на нашем родном, великом кыргызском языке, а буду этот эфир говорить на русском языке. Почему я буду его говорить на русском языке? Потому что это ответная реакция на мое недавнешнее выступление. Поводом для этого выступления получилось то, что некий господин Арестович, он является какой-то Вангой или кем там он из себя возомнил, предсказателем Украины. Конечно, я просмотрел все его работы, выступления в ТикТоке, на Ютубе, все его выступления просмотрел, и я не могу понять, я долго не мог понять, почему он говорит то одно и через некоторое время говорит другое. До того момента, пока я через многих наших друзей я нашел кое-какую информацию по этому человеку. Значит, что касается его выступлений, по которым он говорит, что Арестович говорит, что
То он хвалит Россию, говорит, Украина виновата. Потом через определенное время, наоборот, хвалит Украину, плохо говорит о России. Потом вообще сам хочет стать президентом. Но это я долго не мог переварить. Мне, например, я не хочу. Мне например, как-то неинтересно, Россия там или что. Я бы в эту тему не лез и даже не давал бы этому оценку. Мне как-то до этого Арестовича с его этими, да ради бога, пускай он говорит. Но когда этот господин Арестович именно обращение к нашему президенту сказал еще, я тебе не советую ехать в Москву. Вот. Начал говорить, что злые языки говорят, что санкции, манкции, вот этими вещами начал запугивать своими вот этими словами. Но дело в том, что люди, обладающие такими способностями, это называются люди, которые обладают способностями психологического воздействия, то есть психологического импульса над действием масс. Соответственно, стало очень интересно, кто такой Арестович, я начал про него копать, и я накопал очень многие вещей. И я нашел то, что он вообще в НАТО существует, при НАТО, там ЦРУ, я не знаю, как это, но существует такая организация, Центр информационно-психологических операций. У них очень по миру, очень много при НАТО. Это Центр информационно-психологических операций при НАТО, это очень много штаб-квартир. Одна из штаб-квартир находится в Праге. И вот здесь спрашивается вопрос, если этот господин Арестович такой патриот своего государства, то почему он не сидит тогда в окопах? Не сидит в окопах, а с Праги вещает и вот такие закидывает вот такие психологические свои импульсы для того, чтобы раздорить. То есть, первое, когда он хвалит Россию и говорит плохо об Украине, и потом опять Украина говорит, плохо говорит о России, это говорит о том, что он стравливает народы. То есть, он народ стравливает. Это неким образом такая ситуация, в которой можно говорить, что это воздействие для того, чтобы столкнуть народы. Поэтому мне бы в этой части я даже и не лез бы, мне он даже не интересен абсолютно, потому что я посмотрел его высказывания, там ничего умного он не рассказывает, он рассказывает это на уровне такого местечкового предсказателя. Поэтому он мне не интересен. Но он мне стал интересен только из-за того, что он полез со своими советами в Кыргызстан. Мы должны понимать, что такое специальное его выступление, советы, это не просто так. Это шар, который пустили специально в Кыргызстан. И когда они думали, что мы это все проглотим, что мы все это скушаем, и они бы дальше продолжали бы мутить голову нашим гражданам. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы специально здесь создать вот такое противостояние. И за счет этого противостояния здесь привести к каким-нибудь нежелательным последствиям. Но они не забывают, что мы намады. Они забывают, мы намады, мы кочевники. И в наших жилах течет кровь великого Манаса. Мы всегда испокон веков были свободолюбивы и всегда были теми людьми, которые имели свое мнение. Мы имеем свое лицо, свою историю, свои традиции, свой язык, свою национальную гордость и собственную национальную самоидентификацию. Мы никогда не падали перед правителями на колени и не поцеловали ноги. Раболепия у нас никогда не было и не будет.
Но вы посмотрите на мое выступление, под которым шквал, масса троллей. Вы просто не представляете. Я здесь, как бы в нашем кыргызском сегменте, я имею свое место. Но мне никогда не было желания выходить на геополитическую часть. Мне она как бы не интересовала. Я прагматик, я реалист. Я думаю о своем народе. Для меня мой народ это самое главное. И мне не надо было влазить в эти геополитические. Я всегда говорил, в таком большом хаосе, когда идет разделение сфер влияния между мировыми лидерами, между мировыми большими государствами, то мы, Кыргызстан, маленькая страна, мы должны были это самое. Вот здесь Азамат пишет, ватник, вот Канатова говорит. Дело не в ватнике. Я не говорю то, что я там поклонник России или поклонник Евросоюза. Я поклонник нашего кыргызского народа. Я обычный простой прагматик. Я реалист. За 30 лет существования демократических принципов, когда пошел раздел Советского Союза, вся вина лежит на них, на тех президентах, на тех их окружениях, которые за это все время просто взяли и своровали все. Они своровали, продали, они не сделали подушку безопасности, они не сделали каких-либо, не построили заводов, фабрик, там, железных дорог. По территориальности мы тупиковое государство. На сегодняшний день мы зависим от соседей. Те, которые говорят, ватник, не ватник, мне насрать на вас всех, не плевать. Мне не важно. Но да, придет время, Азамат, придет, возможно, время, когда мы можем сказать, Россия, ты сама по себе, то все. В этой части возможно. Но дело в том, что мы сегодня не можем. Давайте рассуждать реально, давайте прагматично. Мы завтра возьмем и выйдем, скажем, Россия, до свидания. Что будет? Легкая промышленность, швейные цеха, на которых держится практически 50% бюджета нашего государства. Наши швейники, которые отправляют, куда они отправляют? Европу. Европа не примет нашу швейную продукцию. Почему? Потому что у них у самих сильно развита швейная продукция. Наш потребитель это Казахстан, наш потребитель это Россия. Тогда представляете, да, сколько швейников останется без работы. Без работы. Я не хвалю Россию, я там не говорю о величии России или величии Евросоюза. Да мне на них по барабану. Я говорю о величии моего народа, нашего народа, кыргызов. Вот теперь мы, в самую первую очередь, легкая промышленность. Сколько получится швей, сколько наши швейные, вся легкая промышленность остановится, потому что основной потребитель производства нашей легкой промышленности это Казахстан и Россия. И это не Китай, мы наоборот с Китая берем. Потом, дальше. Мы на сегодняшний день имеем выход к морю. Азамат, вот ты ответь. Мы имеем выход к морю. Мы не имеем выхода к морю. Хотя через моря проходят танкера туда-сюда. Мы зависим от какого горюче-смазочных материалов. От какого государства? Мы зависим от государства России. Потому что мы получаем горюче-смазочные материалы в России. Завтра мы откажемся, вопросов нет. Мы отказались там от России, то есть кто нам будет поставлять горюче-смазочные материалы? На чем вы будете привозить? У нас одна единственная железная дорога. Транспортно соединяющая и транспорт. Теперь завтра мы должны пахать землю. Наши крестьяне должны пахать землю, чтобы прокормить свою скотину. Вы чем будете заправлять эти ваши трактора или еще что-то? Потому что за 30 лет обворовали государство до такой степени вот эти все президенты, которые были, что не создали возможность своего
производства. Хотя у нас Кочкората есть. Все, поворовали, все. А теперь вот вопрос к тому, что говорю же. Как вы будете заправлять эти свои трактора? Чем? Мы же отказались от России. Вы же говорите, откажитесь от России. Но вас же, тех, которых говорите, то, что ватник, то все, вас же всего маленькое количество. Ваше количество на уровне вот этих 16 900, возможно, в сравнении с 7-миллионным населением. Теперь дальше поехали. Завтра мы кочевники, мы номады. Мы те, которые занимаемся скотоводством. У нас Кыргызстан практически 80% скотоводства. Скотоводство было 80%. И поэтому наши все земли засеяны в большей своей части клевером, за счет которого мы кормим зимой скотину. А теперь скажите, пожалуйста, у нас пашневые земли никогда не смогут вытащить тот объем зерна, который хватит на наш кыргызский граждан. Вот, Азамат, ты же хлеб кушаешь. Ты же хлеб чей кушаешь? А у нас потребность в зерне 1 600 000 тонн зерна. Это зерна только. А мы всего, вот по последним статданным, посмотрите, Минсельхоза, мы выпускаем на своих землях всего 400 000 тонн зерновых. 400 000 тонн зерновых. А теперь спрашивается вопрос. Откуда мы получаем то зерно и тот хлеб, который, Азамат, ты кушаешь? И те люди, которые вы там кричите, а Россия нам не нужна, ватники вы все. Мы получаем, основной поставщик наш, это Краснодарский край. Получаем оттуда зерно где-то 60-70%. А остальные 40% поступаем зерна мы получаем с Казахстана. Тогда получается, мы с Россией порвали отношения. Где мы найдем еще 800 000 тонн зерна? У кого возьмем? В Китае гомогенизированную? Пожалуйста, покупайте. Где мы еще возьмем? Или же мы должны, или вот эти же американцы, европейцы нам будут это зерно таскать на воздушном флоте? А вы спросите у себя, а Кыргызстан имеет свой воздушный флот, который может везти это зерно? Скажите, пожалуйста. Вы не можете этого сказать. Вы просто тупо нахватались тех слов, вот все, ватники, Россия, враги, туда-сюда, вам промыли мозги. Да, возможно. И все говорят, вот сейчас, когда я Арестовичу сказал, там все начали мне писать, да вас, да Россия, да вас бомбить начнет. Да мы с Россией столько лет живем, и у нас русские свободно ходят. Приезжают с России сейчас, с Украины приезжали люди. Я сижу в кофейне, разговариваю. И вот там все приходят и говорят, нормально адекватные люди, украинцы. Нормальные, адекватные русские. И им Кыргызстан нравится. Они в своих роликах высказывают о Кыргызстане, вот какого очень гостеприимном государстве. А зачем нас бомбить, к примеру, России? Для чего бомбить? Для чего Россия должна нас бомбить? Я вот этого не могу понять. Для чего? Вот для чего они должны нас бомбить? У нас всегда с русскоязычным населением всегда были хороших отношения были. Вот я же говорю же, сколько сейчас русскоязычного населения находится здесь, сколько украинцев здесь находится. Я, например, с Миколой, с одним парнем познакомился. Отличнейший парень. Он с супругой приехал. Он сейчас уехал с супругой, с детьми уехал на Иссык-Куле. Я помог там ему устроиться.
Нормальные ребята. И вот здесь спрашивается вопрос, здесь когда за Арестовича вот эти фейки, тролли зашли, и спрашивается вопрос, а для чего вы нагнетаете эту обстановку у нас в Кыргызстане? Почему вы везде говорите о том, что нас будут бомбить, что Путин нас будет бомбить? Спрашивается вопрос, а почему он должен нас бомбить? Мы ничего плохого никому не делаем. Всегда надо отдать должное нашим дипломатическим работникам. Надо отдать должное, вот я не перевариваю, я критически отношусь ко всем президентам, потому что они дали возможность. Но в части вот дипломатических отношений я даже благодарен, именно в части дипломатических отношений я даже благодарен нашим президентам, что они смогли установить нормальные дипломатические связи. И вот здесь провокационные вопросы, для чего закидывают. Вот посмотрите на моей ленте, и в ТикТоке у меня посмотрите, на моем YouTube-канале посмотрите. Там же идет одно только, вот все, Кыргызстан теперь вас бомбить будут. Кыргызстан вас будут бомбить. Нет, Кыргызстан бомбить не будут. Если только вы, те, которые кричат ватники, там всякие вот эти арестовичи приходят и учат нас, как жить, что мы должны говорить рашка туда-сюда, что они там, или там путлер, мутлер, всякие вот такие слова мы должны говорить. Вы нас к этому подталкиваете, вы нас стараетесь нам вбить это в голову, чтобы мы сказали. Но вы не понимаете одной вещи. Если ваш Арестович где-то был студентом, то у нас в Кыргызстане мы преподаватели там, где учился Арестович. И мы прекрасно понимаем, что это такое. Что это такое. На сегодняшний день война на Украине, это как бы жалко. Я очень люблю украинский народ. Действительно, я бывал в Киеве, я был во Львове, я в Житомире был. Мне нравится киевский простой народ, простой народ. Но это война не простого народа на Украине, это война олигархата. Олигархата, которого типа Коломейского, Маломейского, которые просто захватили власти и просто на этом еще делают деньги. Им не важно, им не нужна Украина, им нужно свои деньги, они давно уже живут там. А наши некоторые умники, которые говорят, ватники, то все, вы забываете, что мы-то совсем другой народ. Вы никогда не сможете нас всех одурманить. Вы никогда не сможете одурманить их. И у вас не получится, потому что уникальность древнего кыргызского великого народа в том, что когда приходит внешний враг, мы объединяемся. И у нас поэтому есть великий акелер, 7 аке. И не получится ничего абсолютно. Зачем вы пытаетесь втянуть? Вот попытка, вот эти слова Арестовича, это попытка закатить шар раздора в Кыргызстан. Зачем? И те люди, которые уже видят, что наши кыргызы не комментируют, кроме там 5-6 человек, что ватник наших кыргызов, то мы не схавали это. То тогда уже подключилась вся вот эта, я не знаю, чья это фабрика троллей, там и всякие Миколы, Сиколы, там всякие Захаренко, Махаренко начали вдалбливать, пишут, что вот сейчас будет война. Война не будет. Я вам еще раз говорю, войны у нас не будет. Мы это все прекрасно понимаем. Что планы там вот этого центра информационно-психологической операции, где работает господин Арестович, они немножко ошибаются. Они хотят театр военных действий, НАТО же они же умные, они даже знают выход из этого. И они театр военных действий из Украины хотят внести в Среднюю Азию. Но они немножко ошибаются. Не получится. Если у вас получилось в Казахстане промыть мозги, то в Кыргызстане это не пройдет. В Кыргызстане такое не пройдет. В Казахстане, да, промыли мозги капитально. Там пошла жесткая русофобия, то все. Но вопрос и казахам, братьям. Уважаемые братья-казахи, мы с вами
одно единое. Мы с вами одно целое. И мы не должны поддаваться, чтобы у нас в регионе разожгли войну. Не надо. Не надо. А вот там сейчас один Мирка Мир, там что-то мне пишет, там потом сам что-то потерялся. Меня не надо пугать там убийствами, то все. Не надо. Потому что я говорю правду. И вот этот Арестович, который попытался сюда закинуть яблоко раздора, это очень-таки нехорошая вещь. Поэтому, уважаемые кыргызстанцы, не ведитесь на такие провокации. Давайте думать о своем благополучии. Нам не нужен в Кыргызстане вот эта война. Они нам ее навязывают. Это не наша война. Но нам, кыргызскому народу, хотят навязать эту войну. И что интересно, эту войну не навязывает нам Россия. Россия, по которой нам прямо здесь пишут. Зачем России нас бомбить? Никакого смысла. Мы и так, на сегодняшний день, благодаря нашим воровавшим президентам, мы и так в зависимости сейчас. Надо же работать над созданием своего кыргызского. И в реальности я прагматик. Я реалист, я не фантазер. Я хочу, чтобы мой народ кушал спокойно. Я хочу, чтобы мой народ жил спокойно. Я не хочу видеть плач матерей, детей. Жалко просто, простой украинский народ, жалко. Мне очень жаль простой украинский народ. И это не война простого украинского народа, это не война их, это не война простого украинского народа. Это война олигархов. Это война олигархов. И теперь получается война двух держав, где идет просто раздел мира на сферы влияния. Вот и все. А страдает простой народ. Простой народ страдает. Артур, сен де как раз көріп атасың, мен тияқтан саған бір баланың немесін жіберейін, Мирлан Мир дейді, ошоны жіберейін немесін, данныйларын, ошоны тапқылачы мага, алып келечи, ошоны мен сүйлөшөйүн ал жигит менен. Хорошо, Артур. Те балдарга да айтып кой, мен айт деп. Ошоны таап бергилечи мага, ошол жигитти. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые украинцы, которые пишут, мы не лезем к вам, мы переживаем за вас. Украинский народ, мы переживаем за вас. Поверьте, каждый кыргызстанец переживает за простой народ. Поверьте. Но не надо лезть вашим умникам к нам. Не надо лезть к нам, вашим умникам. Не надо лезть со своими советами. Не надо лезть со своими запугиваниями. Все говорят, что у нас с Россией, мы поддерживаем Россию там во вторичном сырье, туда-сюда. Ребят, мы всегда с Россией торговали. Вы пугаете нас санкциями. Какими санкциями? Что мы какие-то имеем промышленные предприятия, которые продаем на весь мир. У нас нету таких продукций. Мы этих санкций не боимся. Вы думаете, мы боимся каких-то денег, которые у нас государство где-то держит на зарубежных счетах? Но у нас нету таких денег. У нас есть только деньги тех олигархов, которые разворовали наш народ. Да ради Бога, выставляйте эти санкции. Да ради Бога, их деньги заберите и подарите себе. У нас нету такого, чтобы нас на санкции вытащить и бояться этих санкций. Мы всю дорогу вели куплю-продажу с Казахстаном, с Россией, с Узбекистаном, с Туркменистаном, с Таджикистаном, с Китаем. Эти санкции на нас не действуют. Что вы стараетесь нас напугать? Я вообще поражаюсь вот таким
Что вы говорите, вот там, Манас, Мана, я тебя понять не могу. Вот там санкции. Каких ты санкций боишься, Манас? Наверное, ты боишься, потому что твои лошади в Бельгии находятся. А у меня лошадей нет в Бельгии. У меня лошади здесь, в Казахстане. О чем вы говорите? О каких санкциях вы говорите? Вы говорите, что мы что-то продаем туда-сюда. Нам оттуда поступать здесь. Да, ребят, я в этом очень хорошо разбираюсь. Ничего мы не продаем. Мы продаем нашу легкую промышленность. Мы продаем это. Вы говорите о банковском секторе. Ну, банковский сектор у нас весь наладан дышит. У нас банки только занимаются обворовыванием своего народа. Вот и все. Интересно вообще. Просто не лезьте к нам, уважаемые там, украинцы там, не лезьте к нам. Дайте, мы спокойно будем жить в своем мире. Мы никому не лезем, мы живем в своем мире. Мы торгуем потихонечку, мы маленькое государство. А вот такие выходы, таких как Арестович, потом еще вот эти фейки, тролли, которые там прям налетели и вдавливают. Завтра Кыргызстан будет войной пойдет. Вы сами головой думаете, о чем вы говорите. Теперь по поводу образованности. Уважаемые фейки, тролли, вам бы стоило бы немножко быть образованнее. Немножко думать. В Кыргызстане, в Средней Азии у нас образование намного лучше, чем у вас. Поэтому не стоит нас делать какими-то тупыми. Мы намного грамотнее вас. И мы намного мудрее нас. Потому что мы великий кыргызский народ. Так что нашим бы тоже предупредил бы некоторым русофобам. У нас нет такого большого количества русофобов. Вот, наверное, вот это то, что озвучила Эдичка, 16 тысяч 900, вот они, наверное, русофобы основные. Поэтому я бы просил бы русофобов вот этих сейчас не натягивать, не раскачивать обстановку. Пускай мировой раздел, все закончится, мы тихо должны выжить, чтобы не потеряли целое государство. А те, которые раскачивают вот это и хотят довести до войны здесь, в Кыргызстане, хотелось бы предупредить. Ребята, будьте осторожны. Будьте осторожны. Не стоит этого делать. Никогда не стоит этого делать. Не стоит. Не доводите до греха. Русофобы. Не раскачивайте. Если у вас какая-то ненависть к России, то пускай все, когда закончится, вот это все, потом высказывайтесь. Высказывайте свое мнение. Сейчас, когда не давайте предметы и почву для того, чтобы здесь раскачать военный амфитеатр. Не надо. Большая помощь. На этом, наверное, закончим мой прямой эфир. Большое спасибо за то, что вы слушали меня. До добрых встреч. И слава. Я не буду никогда говорить слава Кыргызстану, слава России. Я говорю и буду говорить Алга Кыргызстан.